В эфире итоговый выпуск новостей о самых заметных событиях вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И в начале коротко о темах. Возобновлен оперштаб по восстановлению темпов экономического роста. В Якутии готовят меры для поддержки экономики региона в условиях санкций. В рамках акции «Мы вместе» продолжает свою работу пункт приема. Нерюнгринцы начали сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. 15-й съезд женщин Якутии начал свою работу в столице республики. На одном из первых заседаний побывала наша съемочная группа. Важно не только лечение, но и восстановление после ковида. Кто чаще всего нуждается в постковидной реабилитации и что она в себя включает, расскажет наш корреспондент. Владимир Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах по финансовой стабильности России. В нем содержатся решения, которые касаются вывоза иностранной валюты из страны, а также устанавливается особый порядок сделок с иностранцами. Так, со 2 марта запрещается вывоз из страны валюты более чем на 10 тысяч долларов, рассчитанный по официальному курсу Центробанка на дату вывоза. Также устанавливается особый порядок сделок резидентов России. Речь идет о сделках с акциями и недвижимостью для иностранцев. Напомним, накануне Владимир Путин подписал первый указ, вводящий ряд специальных экономических мер из-за антироссийских санкций. Слова одобрения, поддержки и солидарности в адрес главы России Владимира Путина в связи со сложившейся ситуацией в Украине высказывают в последние дни многие общественные деятели, ученые, простые граждане, выдающиеся спортсмены, деятели культуры и политики. Сегодня складывается, я считаю, очень непростая, но решающая, важнейшая задача для будущего нашей страны, для будущего России. Все те мероприятия, которые сегодня проводятся в Украине, значит, прежде всего направлены на безопасность Российской Федерации, на безопасность ее граждан. Я уверен, что это все скоро закончится и наша жизнь войдет в нормальное русло. Меры для поддержки экономики региона в условиях санкций готовят в Якутии. План по обеспечению устойчивого функционирования системообразующих предприятий разработают по поручению Айсена Николаева. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Тарасенко на совещании по вопросу поддержки экономики. Особое внимание уделят промышленности и транспортной отрасли. Для принятия оперативных мер в республике возобновили оперштаб по восстановлению темпов экономического роста, который был создан в начале пандемии. Кроме того, планируют пересмотреть все планы правительства Якутии в части оптимизации внешних и дорогостоящих мероприятий. Правительство России запустило портал с проверенной информацией «Объясняем.рф». В условиях огромного количества слухов и фейков в интернете работает ресурс для публикации только официальной и проверенной информации, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он пояснил, что ресурс «Объясняем.рф» будет работать по аналогии с порталом stopcoronavirus.rf. На портале уже размещены ответы на вопросы россиян, которые были собраны из соцсетей по разным сферам. Сообщается, что для принятия оперативных мер по мониторингу и реагированию на санкции в Якутии возобновили оперштаб по восстановлению темпов экономического роста, уровня занятости и доходов населения, который был создан в начале пандемии. Его возглавляет глава региона Айсен Николаев. Так, ввиду текущей ситуации в мире, правительство пересмотрит внешние и дорогостоящие мероприятия. Высвобождаемые средства будут направлены на меры поддержки населения и отрасли экономики, пострадавших от введения санкций. При этом особое внимание уделят предприятиям жизнеобеспечения и транспорта. Кроме того, мониторинг наличия запасов и цен на товары первой необходимости по республике станет ежедневным. Аналогичные штабы будут созданы на уровне муниципалитетов. Исходя из этого, будут приниматься оперативные меры по пополнению запасов и сдерживанию цен. Нерюнгринцы начали сбор гуманитарной помощи жителям Донбасса. На базе штаба волонтеров в рамках акции «Мы вместе» работает пункт приема предметов первой необходимости для вынужденных переселенцев.
Вчера на комиссии по чрезвычайным ситуациям глава района обсудил с участниками, где, на каких условиях и в каком количестве готов район разместить прибывших из Донецкой и Луганской народных республик, а также вопросы, касающиеся поддержки и оказания медицинской, гуманитарной и другой помощи. Определены пункты длительного временного размещения беженцев и возможность трудоустройства как квалифицированных работников на промышленные предприятия, так и обучение тех, кто не имеет подходящей профессии. У нас уже есть предварительная информация, да, это прежде всего женщины, возможно, женщины с детьми, либо старшее поколение. То есть с этой позиции мы рассматриваем. Рассматривается также и уже одобрено, что будет обучение. То есть уже прозвучало, что они могут не иметь те специальности, либо какие-то удостоверения, которые необходимы для трудоустройства. Как показал опрос, который мы провели среди жителей, нерюнгринцы также готовы поддержать эвакуированных граждан. Как только было объявлено о том, что беженцы выходят на территорию Российской Федерации, нерюнгринский штаб волонтеров подключился к сбору гуманитарной помощи. В рамках акции «Мы вместе» работает пункт приема всего, что может пригодиться в сложившихся условиях. Как таковых критериев нет, мы принимаем хорошую добротную одежду, обувь, мужскую, женскую, детскую, детские принадлежности, памперсы, крема хорошего срока годности. Если кто-то захочет принести продукты питания, не скоропорт. То есть это консервы, это крупы, это может быть сахар и так далее. Конечно, нерюнгринцы, как и другие наши соотечественники, не остаются равнодушными и с пониманием относятся к беде, которая коснулась граждан Луганской и Донецкой республик. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Захар Головин, Нерюнгри. Корреспонденты нашего телеканала спросили сегодня у рядовых жителей столицы, что они думают по поводу сложившейся ситуации с проведением специальной операции по поручению главы государства Владимира Путина в Украине. Нужно знать историю. Вот кто знает историю, тот полностью поддерживает Путина. Да? Вот. Поэтому мы поддерживаем. Думаю, что это адекватная мера, потому что уже по-другому нельзя. Либо мы, либо это нас, как говорится. Украина-то была наша, все равно братская наши братья были, да? Ну, конечно, плохо, что война идет. Надо все равно, люди должны всегда жить в мире. Ну, я за мир, конечно. Это, во-первых, безопасность России. Там другого выхода нет. Поэтому, я думаю, они очень долго думали, да, и, скорее всего, надо это принять просто. И надеяться, что будет мир. Правильно он сделал. Мы за Луганск, Якутия и за Донбасс. Хорошо отношусь. Потому что надо с этими фашистами заканчивать. Только я что бы вообще делал. 15-й съезд женщин Якутии начал работу в столице республики. На 13 профильных площадках в течение 3 дней пройдут сессии по разным направлениям, от защиты материнства до вопросов международного сотрудничества. Сегодня на одном из первых заседаний побывала наша съемочная группа. Мадина Халикова расскажет итоги обсуждений. Развитие народной дипломатии и международного сотрудничества – такое обозначили одну из первых тем площадки 15-го съезда женщин Якутии. В очно-заочном формате активистки обсуждают важные вопросы реализации международных проектов в области культуры и образования. Также не обошли стороной СМИ и их роль в гражданском обществе. Первое мероприятие в 2017 году мы провели как ИСЭХ Европы. В Сербии сейчас уже вот по истечении 5 лет мы будем проводить ИСЭХ мира в Турции, в Анталии. У нас участников достаточно много. Это представители гражданского общества, наши бабушки, дедушки, наши дети, наши мамы, наши сестры, братья. И что я хочу сказать? Я хочу сказать, что если на начало наших мероприятий всего нас было где-то 50-70 человек, то сегодня нас порядка 350, даже 500 человек поддерживают. Женщины в Якутии очень активны, и сегодня в первый день съезда только в этой профильной сессии поучаствовали более 50 делегатов. Многие подключились через онлайн-платформы, что позволило расширить охват и собрать мнения не только жителей нашей республики, но и соседних регионов. Помимо прочего, одной из главных задач участники считают защиту материнства и детства. Особенно эта тема актуальна в Якутии, где 2022 объявлен годом матери.
Я, кроме того, являюсь директором сиротского учреждения, это Центр помощи Берегиня, в котором воспитываются дети-сироты. И на протяжении многих лет наши дети выезжали и становились участниками общенационального фестиваля Ассамблеи будущей России с участием детей-сирот. В работе этого фестиваля основными участниками являлись ведущие, видные деятели культуры, искусства, политики нашей страны. И дети выступали в качестве общественных народных дипломатов. То есть они через свои посыл свой, да, через свое таланты, свои способности транслировали, можно сказать, такие общенациональные идеи. Дети и семья – это приоритет государственной политики. По итогам круглого стола все участники единодушно приняли резолюцию, в которой изложили пункты о поддержке женских общественных организаций в сфере народной дипломатии, привлечению их к продвижению положительного имиджа Дальнего Востока, а также присоединиться к организации мероприятий, проводимых в рамках Года культурного наследия в стране. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Якутск. Более подробно и из первых уст про 15-й съезд женщин Якутии прямо сейчас нам расскажет один из организаторов мероприятия. Это Альбина Черепанова, член Президиума Союза женских организаций Республики, член Общественной палаты Якутии, генеральный директор Якутского фондового центра. Альбина Прокопьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, итоги первого дня съезда женщин Якутии. Да, сегодня первый день прошел, очень такой интенсивный, насыщенный. Вы представляете, после локдауна, после пандемии, это было сегодня первое большое мероприятие. И, конечно, все женщины, которые съехались, а у нас с каждого района есть представители, кроме того, что есть онлайн, у нас офлайн, действительно, вообще мы ждем на пленарное заседание 500 человек. Да. И, кроме того, у нас есть гости из других регионов России. Я должна отметить, у нас не только съезд проходит, но и Дальневосточный женский форум. Потом программа большая. Сегодня прошли так называемые сессии стратегические. Ведь вы знаете, что у нас есть национальные проекты в России, и поэтому женщины за этим наблюдают, следят и участвуют. Поэтому сегодня была очень такая серьезная сессия, как законодательство и женщина. Мы знаем, что у нас в Елтумене сегодня 13 женщин, и вот, судя по их сегодня докладам, насколько интенсивно разрабатываются вопросы в части социальных. Это и образование, это здравоохранение. Там, где женщина, там как раз возникают эти вопросы. Мероприятие рассчитано на 3 дня. Расскажите, что ожидается завтра и послезавтра. Да, 3 дня, очень плотных, 2 именно сессии стратегические, они идут параллельно по тематикам, да. И вот сегодня, кстати, еще я отмечу, что женщины очень любят свою историю. Первый съезд был в 1925 году. Фактически женскому движению в республике 97 лет. Есть о чем вспомнить, о чем рассказать и показать молодому поколению, как все начиналось. А завтра у нас будет продолжение сессии, как раз вот женщины Арктики, женщины-предпринимательницы. Это же тоже там та сфера, где работают, где находятся женщины. Многие думают, вот общественная работа – это женская. Ничего подобного, ведь женщина работает на своей основной деятельностью, занимается. Вот у меня финансовый рынок, фондовый рынок, да. А другое время посвящено вот общественной работе, общественной деятельности. И завтра мы продолжим свои разговоры. Вот есть здравоохранение, еще раз повторю, образование, экология, естественно. Все те вопросы, которые очень для нашего населения важны. Альбина Прокопьевна, как известно, АСН Николаев объявил этот год, текущий, годом матери. Как вы к этому отнеслись и какие меры поддержки ожидаете? Вы знаете, в феврале была встреча матерей, многодетных матерей с нашим главой Александром Сергеевичем, и там как раз разрабатывались вопросы, вообще предложения, что можно предпринять. И вы знаете, на встрече выработать основные вообще предложения, да? Там были наши матери многодетные, у нас есть якутское отделение российской организации «Матери России», конечно, это основная скрипка, когда мы говорим о матерях, да? И вот когда мы смотрели материалы,
очень четкие конкретные предложения тогда прозвучали. А уже сейчас утвержден план правительства, и оно касается не только там, допустим, образовательный процесс, здоровья женщин, девочек, да, и семьи в целом, но и конкретные финансовые хорошие будут вложения. Вот я пример привожу. Допустим, выделяют земли, они же бывают удаленные от населенных пунктов, не всегда там есть инфраструктура. Во-первых, перевыделяют деньги, чтобы она была создана, эта инфраструктура. И второе, если нет возможности выделить земельные участки, то в этой программе заложено, что давайте деньгами, финансами. Поэтому вот когда собираются люди грамотные, уполномоченные лица, да, ведь у нас же со всех наследов, со всех районов люди будут представлены, вырабатывается основная социальная политика. И вот, кстати, мне очень радостно было слышать, когда Арсений Сергеевич сказал, что в этом году будет 2 больших мероприятия. Это съезд женщин Якутии и будет завершен год форумом матерей. То есть в декабре мы ждем, что этот форум будет завершающий по итогам. И я уверена, что за год, может быть, будет заложена основа будущего развития наших семей, вообще нашей территории, нашего народа, заложены и будут в последующие годы развиваться. Но я замечу, что в 2025 году, я сказала, был первый съезд прошлого века. И думаю, через 3 года, в 2025 году, будет 100-летие со дня съезда первого, когда на нем были мать Платона Юнского, мать была на этом съезде Овчинникова Александры. Значит, те матери воспитали своих детей очень достойными людьми. Я надеюсь, что такая традиция и продолжится. Спасибо вам большое, Альбина Прокопьевна, за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Ну а я напомню, что у нас в студии была Альбина Черепанова. Это член Президиума Союза женских организаций Республики, член Общественной палаты Якутии, генеральный директор Якутского фондового центра. Ну а мы перейдем к эпидобстановке. За последние сутки на территории республики выявлено 1023 новых случая коронавирусной инфекции. Из них в Якутске 215 случаев, в Алданском районе 108, в Мегино-Кангаласском 89, в Мирнинском 61, в Нюрингринском 55, в Вилюйском 46. Еще в 22 районах республики зафиксировали от 44 до 1 заболевшего. Между тем, важно не только лечение, но и восстановление после ковида. В республике сегодня есть 4 реабилитационных центра, лечение в которых после ковида получили более 2500 человек. Кто чаще всего нуждается в постковидной реабилитации и что включает в себя так называемая программа долечивания? Наш корреспондент Ульяна Шагина посетила один из столичных реабилитационных центров. 80-летняя Мария Степановна находится в центре неделю и за это время получила ощутимый эффект от ежедневной реабилитации. После двухсторонней коронавирусной пневмонии было трудно подниматься по лестнице. Одышка мешала, но сейчас ее почти уже нет. За неделю уже есть? За неделю очень даже. Кое-как дыша, по лестнице, кое-как поднимались. А сейчас, как говорится, лучше даже в бегах. Насчет дыхания и речи не может быть. Вот. Реабилитационный центр медицинской реабилитации и спортивной медицины начал работать в 2020 году, когда стало понятно, что после ковида пациенты остро нуждаются в восстановлении своего организма. Ведь постковидный синдром никто не отменял, а он может быть самым разным. Там и панические атаки, чувство страха, тревоги, инсомния, нарушение сна. Люди в субдепрессивном состоянии приходят, да, там дыхательная недостаточность, одышка, у кого-то выпадение волос, у кого-то изменение вкуса, обоняния, да, извращение вкуса. Очень много. Вот этот список можно продолжать до бесконечности. Помимо этого, пациентам назначаются массажи грудной клетки для улучшения кровообращения легких, физиотерапия, а также обязательное лечение сосудистой системы. Сейчас мы находимся в кабинете лечения, значит, где стоит сухая углекислая ванна, да, воздействует на сосудистую систему. Это очень необходимо, особенно после коронавирусной инфекции, потому что остаются воспалительные процессы, значит, какие-то остаточные явления в сосудистой системе, сердечно-сосудистой системе. Да.
Лечебная физкультура – один из главных составляющих для восстановления организма. Занятия здесь проходят каждый день. Реабилитологи учат пациентов правильно дышать и быстрее прийти в норму. Учат, как правильно дышать, как делать правильные упражнения с тренажерами. И плюс еще вот такие тренажеры, где люди занимаются. Поэтому здесь отлично, я просто рекомендую после ковида обязательно, потому что это нужно. Постковидное восстановление включает в себя не только психологическое восстановление, лечебную физкультуру, дыхательную гимнастику, но и даже здесь в центре есть собственный солнечный симулятор. Это вот такая вот яркая лампа, где сидят пациенты, удобно расположившись на кушетках, и чувствуют себя, как будто бы они сейчас находятся где-то на Кипре. Солнечный витамин D3, который они получают, помогает для восстановления кожи после ковида. Волосы начинают меньше сыпаться, но и укрепляется иммунитет. После реабилитации те, кто пришел сюда с тросточкой, уже уходят на своих ногах, а многие даже начинают заниматься спортом. Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Якутск. На заседании 36-й очередной сессии Якутской городской думы депутаты рассмотрели 24 вопроса по различным направлениям. В первую очередь утвердили отчет главы города и окружной администрации за 2021 год. Он содержит 13 блоков, реализацию нацпроектов и муниципальных программ на территории городского округа. Также депутаты рассмотрели внесение изменений в бюджет города на этот год. За счет поступления дополнительных доходов будет увеличена доходная и расходная часть местного бюджета. Были заслушаны отчеты по другим направлениям, в том числе по транспорту в городе Якутске. В этом году мы будем закупать 100 автобусов. Также будет уделяться особое внимание строительству жилья не меньше 300 тысяч квадратных метров. Также большая работа в прошлом году, если говорить об отчете, была проделана по сносу и переселению из ветхого аварийного жилья. В целом депутаты оценили работу на хорошо. Финалистов конкурса на разработку мастер-плана столицы республики объявят 31 марта. Ход подготовки мастер-планов Магадана и Якутска рассмотрели на заседании штаба по развитию городов Дальнего Востока. В нем принял участие глава республики Айсен Николаев. Конкурс проходит в 2 этапа. По итогам первого будут отобраны 3 финалиста, которые затем представят конкурсные проекты. В рамках мастер-плана решаются задачи городского развития. Так уже в этом году будет открыт первый на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Кроме того, решаются задачи по расселению аварийного жилья. Грамотное планирование уже помогло привлечь федеральный инфраструктурный кредит для подведения инженерных коммуникаций к строящемуся жилому кварталу «Воинская часть». В Ленске приступили к уборке снега с крыш, как в центре города, так и в отдаленных микрорайонах. Какие управляющие компании в числе первых, узнавала Анна Кожевникова. Нужно быть немного скалолазами, чтобы убрать крышу многоэтажного дома от снега. Эта работа требует специальной подготовки и определенной сноровки. Например, для очистки кровли вот этого трехэтажного двухподъездного дома необходимо 2-3 часа. А для уборки соседней пятиэтажки у работников управляющей компании ЛПЖХ ушло 2 дня. Всего планируется очистить 110 крыш жилых многоквартирных домов. Из них четверть уже приведена в порядок. На сегодняшний день заключены договора у нас с подрядными организациями по уборке снега с кровель. Также работают сотрудники организации, с которой тоже на обслуживании находится жилищный фонд. Уборка производится только над выходами и где у нас нежилые помещения, пятиэтажные там жилые дома. То есть над магазинами, которые расположены на первых этажах многоквартирных домов. Ленское предприятие жилищного хозяйства обслуживает весь деревянный фонд в центре города и часть Каменного. А вот деревянные дома в Мухтуе – это владение управляющей компании «Респект». Там, где крыши железные, то есть там козырьки чистятся в плановом режиме. На теплом стане, конечно, у нас самый тяжелый дом в том плане, что он стоит так расположен по розе ветров, что у нас его заметает только наш дом. Остальные дома, в принципе, можно не чистить. У нас там такие огромные сугробы. Спасибо нашему дворнику. Он замечательно справляется. Ну, спецтехникой приходится трудиться. Мы почистили сейчас там крышу выходной.
почистили дорогу, придомовую территорию. Благодаря программе переселения из ветхого и аварийного жилья Ленск оброс высотками. Почти все новые 9- и 10-этажные дома в центре города находятся в ведении управляющей компании «Партнер». На крышах их жилфонда сегодня тоже орудуют лопатами специально обученные люди. Красно-белые ленты, предупреждающие об опасности вдоль жилых и нежилых домов, все чаще появляются в центре города. Если весь снег будет своевременно убран с кровли многоэтажных зданий, то форс-мажорных ситуаций возникнуть не должно. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Народные мастера Дальнего Востока и Сибири объединят свои силы для поддержки и пропаганды культурного наследия коренных жителей своих регионов. Так, в рамках межрегиональной выставки под названием «Народное искусство. Национальное достояние» в Доме правительства номер 2 завтра пройдет научно-практическая конференция «Традиции и современность в искусстве народных художественных промыслов и ремесел народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока», где будут обсуждены актуальные вопросы поддержки этого вида искусства. Свои доклады и работы здесь представят приглашенные делегаты из других субъектов России. По словам организаторов выставки, итогом этого мероприятия станет подписание резолюции. В Якутск я приехала первый раз, принимая участие в выставке работ. Костюмы свои привезла, куклы национальные. Буду показывать мастер-класс по традиционной ненецкой кукле, по шитью традиционной ненецкой куклы Нугуку называется. Также буду принимать участие в презентации «Орнаменты народов Таймыра». Ну и расскажите вообще о значимости проведения этой ярмарки, что это дает для представителей других субъектов и в целом для пропаганды народного творчества. Я думаю, что вот такие вот конференции очень необходимы людям для того, чтобы популяризировать свою национальную культуру, чтобы вдохновиться на новые работы. На этом у нас все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.